Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Стала известна стоимость билетов на рейс Ашхабад-Бангкок. В городе Аркадак пройдут широкомасштабные торжества по празднованию Нового года. АНАУ принял эстафету культурной столицы тюркского мира и другие новости. Минимальная стоимость билета на пассажирский рейс Ашхабад-Бангкок для граждан Туркменистана составляет 7734 манатов. Тарифы варьируются в зависимости от класса обслуживания, направления и других факторов. Приобрести билеты можно в офисах и представительствах авиакомпании «Туркменистан» как внутри страны, так и за рубежом. Напомним, что регулярные авиарейсы по маршруту Ашхабад-Бангкок-Ашхабад запустят с 22 декабря. Они будут осуществляться каждую пятницу и субботу. В ходе рабочей поездки в Аркадак национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил площадь главного флага города, где впервые будут проводиться широкомасштабные торжества по празднованию Нового года. Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что торжества должны проводиться на высоком уровне. Необходимо организовать здесь музыкально-развлекательные выступления, совместив их с представлениями в традиционном туркменском стиле. Планшетная выставка о жизни и творчестве Сергея Рахманинова, а также концерт его произведений прошли в посольстве РФ в Туркменистане. Культурная акция была приурочена к 150-летию со дня рождения русского композитора. В концерте приняли участие преподаватели и студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Выставка фотографий Рахманинова вызвала большой интерес у поклонников творчества композитора. На снимках были запечатлены разные периоды его жизни. Эстафета культурной столицы тюркского мира официально перешла к городу Анау. Избрание города Анау культурной столицей тюркского мира в год празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтум Кулиев Раги будет способствовать дальнейшему углублению международного культурного сотрудничества между Туркменистаном и странами-участницами Тюрксой. В ходе официальной церемонии министру культуры Туркменистана Атагельды Шамурадова был передан символ председательства в Постоянном совете министров культуры стран-членов Тюрксой. 14-15 декабря в Мары пройдет совместная выставка произведений декоративно-прикладного искусства Туркменистана и Исламской республики Иран. В рамках совместной экспозиции также пройдут мастер-классы по мозаичному и декоративно-прикладному искусству. Гостей ждут концертная программа и выступления деятелей искусств. В Канаде обнаружена уникальная находка – останки молодого тираннозавра с двумя детенышами в желудке. Этот случай стал первым в истории, когда ученым удалось исследовать содержимое желудка древнего хищника. Найденные останки могут дать ученым новые сведения о том, как вели себя и какую роль играли в экосистеме тираннозавры. Согласно одному из уже сделанных выводов, молодые хищники вели охоту на мелких динозавров, которые перемещались поодиночке. Взрослые же нападали на целые группы травоядных сородичей. Звезда «Матрицы» и Джона Уика Киану Ривз подвергся нападению грабителей. Отмечается, что группа неизвестных проникла на территорию его жилплощади в Лос-Анджелесе, а затем проникла в дом, разбив окно. Самого Киану не было дома, полицию вызвали его соседи, увидев подозрительных людей в лыжных масках. Сейчас полиция изучает данные с камер, установленных на участке Киану Ривза. Матч заключительного тура группового этапа Кубка АФК в центральной зоне в группе Е, в котором сойдутся клубы «Равшан» и «Алтынасыр», пройдет в Душанбе, а не на центральном стадионе Гиссара, как планировалось ранее. Дата и время встречи остались прежними – 14 декабря в 19:00 по ашхабадскому времени. Перенос связан с подготовкой родного стадиона «Равшана» к замене искусственного покрытия на гибридный газон. Туркменский штангист Гайгасыс Тораев завоевал бронзовую медаль на проходящем в Дохе турнире серии Гран-при по тяжелой атлетике, который является отборочным к Олимпиаде 2024. Этого успеха студент Туркменского государственного института физической культуры и спорта добился в весовой категории до 81 килограмма с результатом 338 килограммов в сумме двоеборья. В упражнении «Рывок» Тораев удержал над головой штангу весом 150 килограммов, а в упражнении «Толчок» – 188 килограммов. В Туркменистане состоялся перенесенный матч 17-го тура высшей лиги, в котором Аркадак в гостях одержал крупную победу над Алтынасыром со счетом 4-1. Подопечные Владимира Байрамова продлили победную серию в чемпионате Туркменистана до 22 матчей и набрали 66 очков. 47 очков после 21 встречи имеет обеспечивший себе серебряные медали столичный Алтынасыр. Замыкает призовую тройку Нибичи, в активе которого после 21 игры 34 очка. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.